С огромным удовольствием хочу поприветствовать участников этой конференции и предложить вам свою тему выступления. Тема моего выступления, она связана общими архаическими мотивами алтайского эпоса и тюрко-монгольского эпоса. Как вы все знаете, что алтайский народ, он относится к одним из древнейших тюрко-монгольских народов. И важным фактором, объединяющим тюрко-монгольский эпос, является то, что на протяжении нескольких веков народы огромных просторов Евразии, объединенные единой культурой, находились в таком постоянном контакте. И важным достижением их духовной культуры является эпос, в котором сохранилось сходство очень древних верований, мифологических представлений и архаических сюжетов. И свидетельство как древнейший жанр и уникальный вид устного народного творчества донес до наших дней ключевые традиции, способы передачи из поколения в поколение нашей огромной Евразии. В текстах алтайских героических сказаний отражены мотивы, сюжеты, образы, которые слагались на протяжении многих тысячелетий. В сказаниях о богатырях, воинах обязательно, конечно же, присутствует обряд инициации. Герои получают своего боевого коня, одежду, вооружение. И эпос уже дает такую полную разработку образа богатыря, его портрета и типические места в его поступках, действиях, диалогах. Значительно расширяется круг подвигов богатыря-воина, огромное поле для борьбы с чудовищами, с подземным миром. Там есть героическое сватовство, борьба героев за сохранение, укрепление семьи, рода, борьба с вражескими набегами и так далее, и так далее. И в связи с этим нужно сказать, что древнеалтайский эпос имеет разные пласты и формы взаимодействия с эпическими произведениями других тюрко-монгольских народов, таких как среднеазиатские эпосы, как Алпамыс, Манас или айротско-монгольский Джангар, Гесер, якутский Аланхо, как Нургын-Батыр, и монгольский Тулч, башкирский Улан-Батыр и так далее, и так далее. И важное место в этом ряду, конечно же, могут занимать большое количество таких же архаических эпических произведений других народов Южной Сибири. Это шорцев, тувинцев и хахасов. И, например, Гессер, так же, как и многие герои-богатыри алтайских сказаний, послан на землю средний мир спасителем. Многие из алтайских богатырей, например, как Кугудей Мерген, чтобы явиться в новом облике в среднем мире, как и Гессер, он рождается у престарелых родителей. Эпизоды с описанием обретения богатырского коня, седлания коня, богатырского одеяния и так далее имеют очень много общих совпадений. Важным аспектом представляется тот факт, что в текстах тюрко-монгольского эпоса уточнение территории как Алтай выступает художественным мифологическим пространством. Так в кыргызском эпосе Манас, то есть Алтай указывается в качестве такой родовой территории, местом, где родился герой. В айротско-монгольском эпосе Гессер Алтай упоминается как священная земля и в то же время место действия эпических событий. Включение мифологического пространства Алтай является важным компонентом композиции произведений в описании среднего мира. В тюрко-монгольском фольклоре понятие трехмерного пространства – это достаточно древняя единая мировоззренческая система, что нашло такое специфическое преломление в фольклоре. В свое время, как Неклюдов указывал, что эпическое пространство временные категории является сложившейся уже такой художественной системой. И в алтайском эпосе характеристики пространства трех миров даны они через призму мировоззренческих представлений как свой и чужой. Сюжеты многих классических эпических произведений выстраивается согласно жизненному циклу. И в то же время была отмечена как Жирмунским
И при этом логика развития сюжета не нарушается. В рамках сложившейся традиции сюжет удлиняется за счет новых подвигов наследников героя, придавая их композиции серийность изложения и логически приближая к реальным историям, что позволяет рассуждать о жанре сказаний как на каждом историческом этапе своего развития, и в то же время как продолжающийся сюжет предыдущих текстов. Ну и для примера, конечно, нужно сказать, если сказание предваряет, например, повествование об отце Манаса Джакыпе, то в основном речь идет о его рождении, подвигах, женитьбе и других деяниях Манаса, то дальнейшее повествование, оно связано с его сыном Семетеем, внуком Сейтеком и другими и правнуками же, и при этом логика развития сюжета при этом не нарушается. Подобный ход событий мы наблюдаем и в айротско-монгольском Джангаре, когда кроме батальных сцен, воинских походов главного героя прослеживается линия женитьбы отца, его рождения сына и так далее. И в большинстве алтайских эпических сказаний мы также наблюдаем вот это сюжетное развитие от отца сыну, внуку. Но в алтайских текстах, вот кроме эпоса Янгар, они даны в более таких сжатых формах. И то же самое вот в Урал-Батыре дело как бы героя богатыря продолжает его потомки. Наблюдаем сходство тюрко-монгольского эпоса на уровне генетических фольклорных связей, на уровне поэтики, тем, сюжетов, мотивов, образов, композиции. И вот такой поход расширяет наше представление о единой системе сказительского творчества у тюрко-монгольских народов. Это очередной раз подтверждает теорию нашего эпосоведа Сазон Саймича Суразакова об исторической этапности развития эпоса, когда каждая формация формирует своего героя, наполняя эпос новым содержанием. Именно такой ход развития создает эпическую реальность, или, как отмечал Виктор Михайлович Гацак, историзованность памяти по поводу соотнесенности хроноактов с реальными отрезками времени. И также исследователь Новиков отмечал, что, вероятно, такой вид они приобрели в результате длительного исторического развития. Причем последние 1,5–2 десятилетия доминирующей была тенденция именно к усложнению структур. В текстах алтайских сказаний зачастую из-за архаичности древние мифологические сюжеты распространены мотивы возникновения героя вместе с землей и небом, солнцем, луной, и вместе с горами, реками и так далее. И таким образом как бы придается сакральный смысл или божественное предназначение самих эпических героев. В связи с этим следует упомянуть, что в башкирском эпосе Урал-Батыр присутствуют также эти космогонические мотивы, так как семья Урал-Батыр — это как бы первые люди, то есть других людей на земле нету. Есть эпизоды там змееборства, поиски живой, мертвой воды и так далее, которые, в принципе, как бы опять же входят в систему единства тюрко-монгольского эпоса. И достаточно большое количество совпадающих таких версий, и благодаря чему Сазон Саймич Суразаков утверждал, что перед нами это одни и те же произведения, восходящие к древнему общему источнику, так как все эти народы в далеком прошлом имели общих предков и прошли один и тот же исторический путь, вследствие чего мы имеем общие корни сюжетов, ярко отраженных именно в героических сказаниях. И в заключение следует сказать, что алтайский эпос, благодаря его сохранению в нем множества архаических мотивов, сюжетов и так далее, дает нам представление о богатом, многообразном эпосе, который развивался с древнейших времен и в значительной мере предопределил характер эпического творчества последующих эпох. Но во всех сказаниях основными функциями богатырей, героев, конечно же, является защита его родной земли от захватчика и спасение своего народа. И необходимо подчеркнуть, что в современных реалиях эти темы, присутствующие в тюрко-монгольском эпосе, представляют огромный духовный потенциал и в развитии межкультурного диалога и сопоставительных исследований.